Мы шьем исключительно национальную одежду, именно национальную одежду народа Саха. И являемся как бы пропагандистами национальной культуры, нашей культуры за счет одежды. У нас не только национальная одежда, а есть еще одежда стилизованная и вот разработки повседневной одежды в национальном стиле. Мы берем мелкие заказы, например, от коллективов, школьных коллективов, классов, например, и танцевальные коллективы, и единичные индивидуальные заказы для населения. Мы шьем абсолютно для всех, для всей семьи, для женщин, для мужчин, и для детей, вне зависимости от возраста детей, для подростков, для очень маленьких. Бывают и заказывают для 5-6 месячных детей. Все идет поэтапно. Если это, например, индивидуальный заказ, то вначале мы все обдумываем с заказчиком, вот, вплоть до пуговиц. Какие пуговицы будут, какая тесьма будет использоваться, ткани, натуральные, ненатуральные, потом делается эскиз или по фотографии, например, по фотографии. Вот такую именно нам надо. Вот, после этого мы уже мы непосредственно снимаем мерки и начинаем, если у нас есть эта ткань, то из своей ткани, если нету, то мы ищем в магазине, находим и шьем из этой ткани. Работаем над тем, чтобы одежда с элементами национальной якутской стилизованной одежды была и в повседневной жизни одевали люди. Мы к этому стремимся, и во всех наших моделях есть элементы якутской одежды. И думаю, что вот именно что такие люди, как мы, вот еще, если появятся такие дизайнеры, которые предоставляют такую возможность, то, наверное, будет спрос. Я набираю тех, кто сидит по уходу за ребенком, швеи, да, дополнительный доход, чтобы им был. Маленькие заказы даю им, и еще пенсионеры тоже. Пенсионеры, которые сидят дома, умеют шить, они тоже работают у меня.